Якутские автолюбители с замиранием сердца следят за каждым изменением цифр на стеллах местных автозаправок. Последнее произошло буквально этим летом. Очень дорого. Так что надо сбавлять цены. Наполовину дать. Цена, конечно, не устраивает. Несопоставимо такие цены. Но среди них нашлись и те, кто встал на защиту поставщиков нефтепродуктов. Рост цен у нас, в принципе, экономически обоснованный с учетом завоза, потому что мы закупаем, у нас своего производства бензина нету, к сожалению. Но я думаю, республика поступательно работает в этом направлении. Однако пока, кроме Якутии, самые высокие цены на топливо зафиксированы на Чукотке. Стоимость бензина в двух регионах составляет свыше 50 рублей за литр, хотя средняя цена топлива по Дальневосточному федеральному округу составляет лишь 40,5. Якутия остается одним из самых дорогих для автомобилистов регионом. Только в этом году с началом октября рост цен на топливо произошел уже в третий раз. В Федеральной антимонопольной службе России незамедлительно начали проверку обоснованности роста цен на нефтепродукты. По данному факту в компанию направлен запрос. Результатов рассмотрения ждут уже в конце октября. Якутская УФАС России еженедельно проводит мониторинг цен на нефтепродукты. В феврале и в июне нарушения антимонопольного законодательства выявлено не было. По факту повышения цен на бензин в октябре в настоящее время ведется проверка. В компании утверждают, что роста цен на топливо в Якутске и центральных районах не произошло. Ценовая политика затронула лишь южную и арктическую зоны республики. Изменения, если и будут, то озвучат их по итогам навигационного периода. В текущем 2017 году изменение стоимости будет происходить за счет изменения суммы банковских процентов, за счет изменения транспортных расходов, за счет изменения цены поставщика. Та ставка, которая утверждена для компании «Саханефтегазбыт» Государственным комитетом по ценовой политике, она остается неизменна. По словам руководства компании, в Южной Якутии цена изменилась вслед за ценами поставщика. В арктической зоне из-за перекрестного субсидирования оптовых нефтепродуктов. В республике цены на топливо и бензин повышаются каждые 4 месяца. Футон Лареса и Ларион Федоров, Вести, Якутск.